Добрый вечер, дорогие друзья. Завершается пятый тур итальянской серии А матчем Интер-Фиорентина. Хорошее вечернее настроение. Во вторник был мидуик, сейчас мидуик, но сейчас он такой более похожий на уикенд, все-таки, согласитесь. Ближе конец рабочей недели, ближе нормальное футбольное время, суббота или воскресенье. В Италии мидуиков обычно бывает, то есть туров в середине недели 2-3 за сезон. Такая редкая история, больше похожа на Еврокубковую. Ну, Интер и Еврокубки — это что-то из области предположений. Хотя, учитывая старт в нынешнем сезоне, может быть, и совсем недалекое будущее. Над Интером уже не стоит смеяться, как смеялись люди в прошлом сезоне, когда команда, показывая порой приличный футбол и в какое-то время, даже в какой-то момент претендуя на серьезные достижения, умудрилась пропустить не только всех адекватных соперников вперед, но и даже катанию. Но вот сейчас Интер в прошлом туре разгромил Сассуоло 7-0. Все сказали, ну что такое Сассуоло, и прикусили язык в среду, когда Наполи на своем поле сыграл с этим Сассуоло в ничью 1-1. В общем, надо уметь на своем преимуществе настаивать. Это миланской команде удалось. В минувшем туре удалось. И, вы знаете, во всех остальных матчах, на мой взгляд, даже с Ювентусом Интер играл, имея определенный перевес. Но вот запаса класса после того, как удалось открыть счет, не хватило. У Фиорентины такое же примерно положение, как и у Интера. Ну, примерно, потому что в таблице-то они совсем рядом. 10 очков и у тех, и у других после 4 туров. И в случае успеха сегодняшний победитель сравняется с Наполи и Ювентусом, выйдет на 2-4 место. Но разница небольшая в те самые 6 лишних мячей, которые Интер забил Сассуоло. Ну и, конечно, с разными соперниками играли. И рано говорить вообще о том, кто как стоит в этой ситуации. И об Интере, и о Фиорентине. Но еще раз подчеркну, у Монтеллы пока задачи были немножко другими. Интер все-таки уже сыграл с Ювентусом. И это было серьезно. Сегодня тоже очень серьезный матч. Называть Интер фаворитом не рискну ни в коем случае. Хотя и играет дома, хотя на Сан-Сиро около 40 тысяч зрителей. Не смотрите, что много пустот. Но это всегда так бывает, когда нет дерби, когда нет какого-то классического суперматча. Несмотря на солидное реноме Фиорентины и ее возможности, все-таки это соперник, на которого Интер 80 тысяч набрать не может. Но половину стадиона Сан-Сиро, одного из самых вместительных в Европе, даже в мидуик Интер сейчас собирает. Команда интересна, клуб интересен, в том числе своей возможной продажей, о которой вроде бы Моратти и индонезийский магнат Тахера уже договорились. Многим интересен. Интересен и тренером Вальтером Мацари. Интересен игрой, которую он привел за собой. Я напомню, что было время, когда Интер переходил на схему с 3 защитниками. Это было настолько неудачно при Гасперини, что все повалилось. И довольно быстро от этого отказались. А вот сейчас Жуан Ранокия и Кампаньяро, человек, который, по сути, вместе с Мацари пришел из Наполи и там определял идею этой схемы в 3 защитника, играют в обороне. Ну, собственно, считайте, что я уже начал называть состав. Жуан 5 номер, Кампаньяро 14, Ранокия 23. В ворота защищает Ханданович. Один из лучших вратарей, на мой взгляд, вообще во всей Европе сейчас. На флангах играют Джонатан 2 номер справа и слева Нагатомо 55-й. Стартовый свисток. Интер пошел вперед. Мгновенно Рике Альварес получает мяч перед штрафной. То есть, собственно, получил он его далеко, еще у центрального круга. Оказался, как по мановению волшебной палочки, у штрафной и чуть было не вышел на ударную позицию. Рике Альварес 11 номер. Вместе с ним Эстебан Камбьяса чуть поглубже 19-й. И в роли фланговых инсайдов Тайдер 21 номер и Гуарин 13. У Альвареса 11. Я думаю, это уже успели запомнить. Центр-форвард Родриго Паласио номер 8. Я почему такое внимание уделяю? Не только из-за эпизода Рике Альвареса. Удар Нагатомо.
И мяч в руках у Нетто, бразильского голкипера Фиорентины. По статистике, которую один из сайтов, собирающих всю информацию по Европе, ведет, я не стану сейчас его называть, чтобы не ошибиться в названии, может быть. Главное, что вот эта статистика дает Рики Альваресу второе место во всей Европе после, ну, разумеется, несложно догадаться, кого. После его великого соотечественника Лео Месси. Но речь идет о состоянии сразу за минувшим уикендом. Месси и Барселоны уже играли. В Мидуик Барса выиграл у Реал Сосьедада 4-1. И Лео, наверное, там оторвался. А там очень интересная комбинация факторов. Дело не только в забитых мячах, передачах, но в КПД в целом, в владении мячом, в точных передачах, в ведении игры. Но вот сейчас был неточен Рики Альварес, впрочем, скорее это был неточный его партнер, который бросал за боковой. Да, безусловно, вот эти 7-0 с Сассуоло, они помогли Альваресу забраться так высоко, но ведь никто из его партнеров туда не поднялся на вторую строчку во всей Европе среди ведущих чемпионата. А Интер, кстати, по статистике выше Барселоны. Но опять же, конечно, из-за Сассуоло. Сегодня все проверим. Фиорентина, ее состав Нетто мы уже видели. Теперь у Фиорентины 4 защитника. Хотя по большей части она играла с 4. Были маленькие поползновения, как мне помнится, еще до Монтеллы. Ну, у Монтеллы 4. Паскуаль 23 номер, Савич 15. Гильермо Родригес 2, 40 Томович. Полузащита Бразини 21, Аквилани 10 и Борха Валера 20. Давайте поверим в схему 4-3-2-1, хотя она мне не очень нравится. Больше похож на 4-1-4-1. На флангах, точнее в роли инсайдов, Фернандес 14 и Хоакин 17. Ну и центр-форвард здесь тоже один. Вот он. Джузеппе Росси номер 49. Продолжается атака. Матиас Фернандес, на мой взгляд, лучший игрок предыдущего матча Фиорентины. Наиболее заметны его фигуры. Фиорентина выиграла Аталанты 2-0 в классическом стиле для команды, уже нашедшей свой ритм, понимающей свою игру и уверенной в своем превосходстве. Хотя было сложно. Было сложно. Я напомню, что на старте сезона у фиалок случились 2 печальные травмы в одном и том же матче. Но сейчас уже не стоит вспоминать. Обе травмы привели к тому, что уже без Квадрада и Гомеса придется играть какое-то время. И надо строить состав из того, что есть. Оглядываться на проблемы с дисквалификациями или травмами ни тренер, ни футболисты просто не имеют права. Ну, вот такая история на старте этого матча. Пока что никакой активности, если не считать рывка Рики Альвареса на первых секундах. Но Фиорентина довольно уверенно владеет мячом. Еще раз подчеркну, Монтелло тренер, хотя и очень молодой, но тренер, у которого всегда команда себя чувствует уверенно. Это одно из тех умений, которые он прививает с первых дней работы. Эстебан Камбьяса, перевод направо на Гуарина, Интер в атаке. Подача сразу на Паласио, который, кстати, эту атаку очень технично начинал, но вовремя Нетто выходит и забирает мяч. Борха Валера. С появлением новых фигур, ну, в частности, Амброзини, Борха Валера немножечко ушел, казалось бы, в тень, но, как мне представляется, он по-прежнему ведет, дирижирует, контролирует игру. Это тот футболист, от которого исходят идеи во многом. Хотя и Аквилани, и Амброзини чуть в глубине. Да, собственно, и все остальные, Матиас Фернандес, например, не просто играть умеют. Это люди с серьезным опытом и с очень глубоким чутьем, пониманием игры.
Интер сохранил мяч на бровке. Нагатома просит передачу Рика Альварес сделать ему на ход. Теперь уже это японец себе позволить не может, потому что был бы офсайд. Ну и растерялся. В такой ситуации Нагатома мяч ему возвращают партнеры. Хороший был отбор. Рики Альварес уходит от Томовича. Будет угловой зарабатывать. Нет! Какой молодец. Переложил мяч. С любого фланга готов. Тонкий, худощавый. Тонкий во всех смыслах футболист. Напоминающий Рикельме, но имеющий, на мой взгляд, чуть больше возможностей разнообразных. Игровых. Рикельме слишком игру на себя стягивал. У него, конечно, глаз алмаз, безусловно, и он своими передачами мог любую игру насытить, сделать по-настоящему живой. Но Рики Альварес, помимо того, что он владеет пасом и глаза умеет поднимать, еще и, не глядя на мяч, может обыграть один в один, что многим эпизодам придает дополнительную глубину и сущность. Фредди Гуарин далековато мяч отпускает. Кстати, полузащитник того же типа, но, может быть, чуть менее сообразительный, если угодно. Снова Рики Альварес. Джонатан играет с диспетчером своим. Пас направо. Гуарин опоздал, по-моему. Тут удар от ворот должен быть. Вальтер Мацари, безусловно, тренер для прогресса. Любопытно, что и Наполи, потерявший Мацари, в общем, приобрел себе тренера с той же целью. И пока справляется, несмотря на вчерашнюю глупую осечку. На мой взгляд, это история совершенно регулярная. Фаворит пропускает нечаянный гол, слишком уж поверив в свою непогрешимость. И потом бьется, как баран на новые ворота. Позвольте, такой симбиоз пословиц. Ничего страшного для Наполи, как мне представляется, после ничьей с Сассуоло не произошло. Другое дело, если команда эту уверенность растеряет. Но странно было бы. Там так много серьезных персонажей. А вот об Интере, кстати, с уверенностью пока говорить трудно. Будут проблемы, они, наверное, будут. Хорош. Здесь Андреа Ранокья вылавливает мяч в воздухе, летевший прямо на ход. Там Хоакин открывался. Слева задумался Монтелло. Надо полагать, его начало игры должно устраивать, потому что моменты создают потихонечку и те, и другие. Но Фиорентина играет абсолютно на равных по подходу к матчу, как к собственной активности. Компаньяра Джонатан. И вновь Компаньяра. Даже есть время у бразильского латераля Интера, чтобы бутсы перешнуровать. А Камбьяса пошел вперед. Паласио. Очень хорошо поставил ногу. А здесь Гуарин. Паласио в небольшом был офсайде. По-моему, Гуарин это почувствовал. Рики Альварес не стал усложнять. Сыграл с Камбьяса. Передача в штрафную. Чудесный мяч забил в ворот Сассуоло. Один из главных старожилов Интера. Я говорю, не главный, главный в этом составе. Но Хавьера Санетти еще никто не отменял. Он просто пока индиспонибель, как говорят. Джонатан. Отличная передача. И пас направо своевременный. Успеет к этому мячу. Успевает Компаньяра. Прострел. А вот здесь Альваресу, по-моему, не хватило
понимание ситуации. Хотя и странно было бы предполагать удар. Ох, как хорошо Росси почувствовал момент. Из-под ноги защитника в дальний угол пустил мяч. Великолепен был Ханданович. Ну что, вчера сумасшедшую концовку выдали Болонья и Милан. Там не вне игры ли Паласио? Да, за руку-то его схватил Савич. Нет, это Родригес был. Родригес. Возможно, он только первым-то отталкивал соперника довольно жестко. Аргентинец. Ну, то есть они оба аргентинцы. Интерист. Нерадзур. Борха Валера. Сзади нужно кричать. Это ошибка. Рики Альварес на широком шаге уходит. Здесь, наверное, судья определит блокировку. Нет. Вы знаете, я тоже за то, чтобы в таких случаях блокировку не определять. Да пусть простят меня в данной ситуации болельщики Интера. Я согласен с тем, что очень часто дают блокировку. Или даже штрафной дают. Хотя я не понимаю, за что. Человек стоит себе и стоит. Мяча у соперника уже нет. А просочиться сквозь, как Хаттабыч, с чего это он должен был? Не можешь обижать. Не утыкайся. Судьи очень часто дают штрафные. На мой взгляд, несправедливо. Сейчас все было грамотно. Да, я забыл представить. Пауло Валери судит эту встречу. Ваш комментатор Александр Шмурнов. Матиас Фернандес. Там подключение Томовича. Потихонечку он подкрадывается. Хоакин. Росси. И здесь можно играть. Первым делом Гуарин атаковал мяч. Проходит. И убегает. И несется к чужим воротам. И отдает передачу на фланг. Удар в ближний угол. Ну, какая-то ерунда получилась у Тайдера. Это, кстати, не Гуарин был, а Жуан. В центральной зоне. Сразу издали я не разглядел. Вот смотрите, Жуан. Но мне показалось, что это было чисто. А здесь Гонсало Родригес разворачивается вместе с Рики Альваресом к мячу. Возможно, эта оценка не стопроцентная. Просто, еще раз подчеркну, мне не нравится, когда судьи дают штрафные. Сколько же уже моментов за 13 минут удалось нарезать режиссеру. И как здорово он это сделал, как быстро появилась вот эта крохотная саммари первой трети первого тайма. Фиорентина в атаке. Паскуаль. Осторожный пока Паскуаль и Томович. Но вот сейчас оба фланговых защитника. Еще раз напомню, Фиорентина играет с 4 игроками обороны, тогда как Интер с 3 и имеет 2 латералей. Оба фланговых защитника Фиорентины пришли к чужой половине поля. Капитан Фиалок с мячом. Пас назад. Савич. Борха Валера. Родригес. И активная сразу передача вперед. Здесь, правда, ошибся Матиас Фернандес. Интер, сначала мне показалось, будет успокаивать игру. Нет, пас вперед Жуана на Паласио. Здесь давление на Савича, и он понимает это. Хотя играет очень точно. Не в аут, а в сторону, где он разглядел ту зону, где открывались партнеры. Хорошая игра. Не просто живая и бодрая, как это бывает на старте. Эта игра еще и умная. Тайдер. Камбьясо. Не сильно ли? Догнал Нагатома мяч. Получился Нагатомович. Тайдер. Кампаньяра пришел в атаку. Плавная подача. Томович выше своего оппонента здесь. Причем намного. Вообще, когда он появился в Фиорентине, он даже одно время, если мне память не изменяет, играл в центре. Или, может быть, просто по ситуации там была замена вынужденная. Но он выходил в центральную зону, потому что габаритами Ненет Томович вполне себе подходит под фактуру центрального защитника. Борха Валера. Савич.
Амброзини. Понесся Матиас Фернандес вперед. Хоакин. Как быстро они доходят до чужой штрафной. Правда, сейчас ошибся Росси в передаче. Но игроки на чужой половине поля имеют право, более того, обязаны рисковать. Передача в касание была для поддержания ритма атаки. Вот это момент для Аквилани. Удар. Борха Валера там затесался. Ну, вернее, его затерли защитники. Паскуаль, по-моему, поспешил с этим пасом. И тем не менее, Росси. Скидка назад. Хоакин. Подача. Да, с таким центрфорвардом, как Джузеппе Росси, конечно, не поиграешь навесами. Рики Альварес, отличная скорость, может обмануть защитника. Мог теоретически обмануть он. Вы знаете, чем? Савича. Отпустить мяч, казалось бы, далековато, но на очень широком шаге успеть в последнюю секунду, если соперник на него выдернется, пробросить, может быть, даже заработать какой-то штрафной, там, пенальти или улизнуть. Так бывает с игроками подобной комплекции. 0-0. 18-я минута матча Интер-Фиорентина, завершающей игры 5-го тура. 4-е и 5-е места, можно сказать, от команд никуда не денутся после этого тура. Позади Лацио на строчку и на балл ниже, чем у Интера и Фиорентины. Впереди Наполи и Ювентус, у которых на 3 очка больше. Но разница огромная между победой и поражением. Даже смешно стало, что я это сказал. Тайдер. Раноке. Довольны трибуны. Поддерживают свою команду, которая владеет мячом. Компаньяра Камбьясо. И Жонатан оказался здесь неожиданно. Пошел в атаку. Паласио, прострел. А есть там люди-то в Голливуде. Нагатомо запоздал. При 3 защитниках латераль должен быть очень проворным. Ошибается Тайдер здесь и Матиас Фернандес. Разогнать эту атаку уже не получится. То есть контратака из нее, как из слона форточка. Матиас Фернандес. Хоакин. В серединке. Разыгрывают мяч. Флорентийцы и Савич. Отдает Борхе Валер. Сползли куда-то скорости. Но я думаю, это временно. Росси, Борха Валера. Тут же рядом Паскуаль. И в центре есть партнеры. Аквилани. Слишком по-пижонски. И тем не менее, да хватит уже. Альберто. Ну, собственно, Рики Альварес тоже неправ был. Пошел к своим воротам, обыгрывая встречных и поперечных. Хотя это совершенно было не нужно. Я здесь понимаю недоумение Амброзини, который сыграл в мяч. И при этом он ведь видел, как судья судит, да? Как арбитр принимает решение. За игру в мяч, совмещенную с резкостью прыжка, он уже был дело, ничего не назначал. Ну, Амброзини решил, что так можно. Тем более всю жизнь так играет. Он, конечно, не Гатузо. Но с Гатузо знаком. Ох, какая передача! Выход 1 на 1. Хоакин, удар! Анданович. Хотя особенно ликовать по поводу геройств Хандановича здесь поводов нет. Тут трудно было пропустить мяч. Здесь плохо пробил Хоакин. Ну а Росси великолепен в отборе. И передача своевременная, потому что такого длинноногого защитника, как Раноке, переиграть еще нужно пасом, под удобную ногу партнеру отдать и не позволить закрыть эту зону. Все это, по-моему, просчитал в одно мгновение Джузеппе Росси. Был шанс у испанца.
Не реализовал он его. На угловой. Подача. Подача в никуда, конечно. Еще один навес. С тем же самым результатом. Фиорентина продолжает атаковать. Гонсало Родригес пасует направо. Надо ему возвращаться. Ну, а Тайдер забыл ударить по мячу. А когда ударил, уже ему помешали. И от него мяч отправился за боковую. Выпустил немножечко Интер игру из своих рук. Аквилани. Борха Валера. Хоакин ждет Томовича. Может быть, не для того, чтобы с ним играть в пас, а для того, чтобы за его счет воспользоваться пространством. Ну вот подключили партнера и Томовича, и вообще туда привели на правый фланг целую спецбригаду большинства. Савич назад. Ну, вынужден был. Очень хорош здесь Жуан. Еще один заход. Снова флангом Хоакина. Матиас Фернандес разворачивается. Нужно возвращать. Да, Хоакин под удар. Борха Валера. Удар. Ну а что, неплохо получилось. Вся эта испанская шатия-братья разыграла мяч на фланге. Ну, Матиас Фернандес чилиец, да еще с аргентинским паспортом. Но зато Хоакин и Борха Валера. Испанцы настоящие. Удары. Поворотом и не поворотом. В общем, в пользу Фиорентины. Еще одна атака фиалок. А фиалки бывают белые? По-моему, бывают. Ну, кстати, Матиас Фернандес-то в Испании тоже не один сезон играл. Правда, давненько это было уже. В Фиорентину он перешел из португальского чемпионата. Угловой. Экватор тайма. И в эти последние несколько минут гости поинтереснее смотрятся. Подача. Удар от ворот будет, потому что мяч в воздухе пересек линию. Но это только в пользу проигравших, что называется, потому что мяч-то крайне неудачно был закручен туда, где даже минимальных шансов не было. Ни у кого против гиганта Хандановича. Но с переходом в атаку что-то у Интера не ладятся дела в последние, почитаю, уж минут 10. Джонатан. Вот что значит играть, не поднимая головы. И не очень чувствуя партнера при этом. На опережение Раноке. Камбьяса сложно было против Амброзини. Ну и в результате Савич скидывает мяч в вратарю. Ненад Томович. Аквилани. Ну и попытка сыграть как можно быстрее. Был удар по ноге. Хоакин выдержал. Зачерпнул мяч и вытащил его из единоборства. Нагатома не прав. Смотрите, вот. Это финт, конечно. Всегда интересно наблюдать в Италии, как играют команды с разными построениями на поле. Хотя, конечно же, например, с таким опорным, как Камбьяса,
Интер может в определенной степени свой состав приспосабливать как влитой в то, что происходит у Фиорентины. Раноке. Жуан. Очень хорошая стартовая скорость. Неплохо бы, конечно, о мяче еще подумать. Пас направо. 4-4. Атака. Борха Валера присоединяется. Это может быть опасно. Хоакин, удар. Возможно, судьи заметили касание руки Хандановича. Такой был призывный свисток, похожий на тот, которым судьи отправляют на угловой. Нет? Да нет, наверное, удар от ворот. Переходы в атаку, наверное, так можно относиться к этой статистике. 11-8 в пользу Интера, стало бы сейчас 12-8. Это ведь атака, правда? Гуарин удержится. Нет, там Бразини, молодец. В одну, в другую сторону качнул, как фигурист, выполняя дорожку. И в конце концов нашел лазейку, чтобы уходить, и ничего уже не оставалось колумбийцу, как правило, нарушать. На Нету нужно обратить внимание. Молодой бразильский вратарь быстро завоевал себе место в стартовом составе. Хотя, ну, есть, например, Густаво Мунуа. Не самый плохой голкипер, правда? В качестве третьего Фиорентины Кристиано Лопателли, уже, по сути, ветеран. Передача вперед. Обрабатывает непростой мяч Паласио. Зачем-то темп потерял, отдал на фланг. Гуарин дважды с мячом не разобрался толком. Вот здесь, возможно, он его упустил. Да, упустил. Ну и второй раз, похоже, был рикошет от его ноги, судьи этого не заметили. Кампаньяро. Назад. Жуан. Раноке. Рики Альварес немножко потерялся. А вот это неплохо. Передача в одно касание пяткой. Но это каким нужно было быть гимнастом, чтобы такое выполнить. Паласио на ворвавшегося в штрафную Джонатана. Интер продолжает атаку. Гуарин. Подача. Не разбирая дороги, уже выносит гости мяч. Раноке. Гуарин. Тайдер уходит. От Борхи Валера. Мчится дальше. Прострел мощный. Ну и, наконец, очень технично выходит Матиас Фернандес. Останавливается. Прекрасную паузу делает, но хватит уже пауз. Музыка не может состоять только из пауз, правда ведь? Гонсало Родригес направо. Здесь Аквилани, здесь Томович. Или Хакин. Томович еще не пришел. Нет, пришел. Вот. Видите, снова Томович, потому что Хакин спиной был. Вот теперь Хакин мог получить мяч, если бы прошла эта передача Борхи Валера. Полчаса позади ничья 0-0. И игра очень привлекательная. Маловато моментов по-настоящему
тревожных для обороны. Когда мурашки по коже, но в целом что-то зреет, похоже. Что-то зреет по коже. Аквилани не будет бить с такой дистанции. Матиас Фернандес, а вот теперь Аквилани мяча не получает. Опять Жуа на опережении хорош. На свободное место Паласио. Отличный ход набирает Джонатан, зато и держит на такой позиции. Гуарин, удар. Но почему же не скинуть было, не развернуться и партнеру не выбросить на ход. И ответная атака Интера. Это Борха Валера. Фиорентины, прошу прощения. Аквилани. Амброзини. Такое чувство, будто Фиорентина дома играет. В всяком случае, по владению мячом, похоже, обыгрывает соперника. Томович пошел в атаку. Хоакин. Росси. Очень сильно мешал нападающему Фиорентины Раноке. И удар получился судорожным. Савич, Амброзини и Аквилани. Очень аккуратно Фиорентина разобралась в эпизоде и вновь начинает атаку. По-моему, Неф пасовал направо на Томовича. Дотянется. Хотя и с большим трудом японец до этого мяча. Подбор за Борхой Валера. Здесь дуэль лысых продолжается. А сейчас Росси, нет, не стал бить. Паскуале, кстати, удар приличный. Вот он и бьет, а угловой зарабатывает. Ну и поскольку Паскуаль левша, он пошел подавать с правого фланга. Да, мяч коснулся ноги Джонатана. По угловым преимуществу Фиорентины. Обратите внимание. Вот отсюда будет навес в сторону ворот. Ну, вроде бы неплохо, но блок ставит Паласио. Томович. Борха Валера. Здесь полно людей. Не знаю, Гонсало нужен для такой игры. Воткнул передачу в Хоакина. Боролся бы вроде неплохо, даже самоотверженно, как принято говорить. Аквилани, а толку чуть. Джонатана остановили и потянул заднюю поверхность бедра. Ай-яй-яй. Мануэль Паскуале. Возможно, и разорвал. Да. Ну, кстати, молодых игроков целая скамейка у Фиорентины. Вольский может выйти, например. Варгас теоретически на эту позицию, если придется менять Мануэля Паскуале. По-моему, это Иличич, если я не ошибаюсь. А, это Маркос Алонсо. Вот как. Его-то я и не упомнил.
Да, Паскуаль надорвал мышцу задней поверхности бедра и сразу это почувствовал. Капитанскую повязку нужно оставить кому-то. Да, ну тоже в латерале еще один испанец в составе Фиорентины. Перектроя на поле. 2 недели, как минимум. Савич. Вот Маркос Алонсо. Очень техничный парень. Но вместе с мячом он вышел за боковую. Сегодня не всегда на это судья обращает внимание, но тут трудно было не заметить. Прям под носом у арбитра на линии. Кампаньяро. Джонатан. Пора Рике Альваресу что-то сделать. Диагональ. Задумка-то неплохая. Рике Альварес штрафной. Идет дальше. Всех обвел или не всех? Вот сейчас, конечно, не хватило точности в решении, потому что здесь-то он мяч здорово укатил. А еще бы одну паузу или подсечь в сторону Паласио. Не знаю, затормозить, бить он, конечно, не мог уже. Может быть, и не было никакого варианта. Все, что мог, сделал. Здорово сейчас играет на фланге Интер. Опять Рике. Плавная подача. Слишком плавная. Вратаря уйма времени для того, чтобы разобраться, выйти. Забрать мяч себе. Снова Маркос. Как у него написано на спине. Разнообразные подачи оценивают те, кто ведут статистику. Кампаньяро и Джонатан начинают справа атаку. Я думаю, сыграет. Да, сыграет на Джонатана. Кампаньяро тот дальше. А у Гуарина не такой серьезный ход. У него неплохая дистанционная скорость, а вот стартового рывка практически нет. Ну и нарушил правила. Причем довольно грубо. Против Савича. Во всяком случае, это грубо выглядело. Аквилани. Хоакин решил на левый фланг прийти. Борха Валера. Мгновенный перевод. Правда, долго мяч катится. И Тому еще придется еще с кем-то сыграть. Подавать неудобно. Да и нет там, напомню, Фиорентины высокого игрока. Много лет играл Лука Тони. Вот тут Гомеса приобрели. Вообще нормальное дело иметь форварда ударного в центре нападения, но на нет и суда нет. Травма есть травма. Штрафной заработал Матиас Фернандес. 5 минут примерно до перерыва. Ханданович наготомо двигает, как легкую фигуру, гроссмейстер. Борха Валера. Там 2 забега из сюрпляса
сделали игроки Фиорентины. Подача. И опять, по-моему, это Родриго Паласио. Маркос Алонсо. Мяч он удержал в поле. Зато Жуан неудержим сейчас в атаке. Перевод на левый фланг, где разбегается атака. Рик Альварес пасует дальше. В центр на Паласио. Он уже в штрафной. Его рискованно там атаковать. Паласио. Где люди-то? Люди где? Интер. Где скорости? Пас еще раз. Центральную зону Камбьяса. Заметил Джонатана. Ну что, красиво получилось. Здесь, возможно, даже углового Интер не заработает. Но атаку развернуть удалось направо. Рики Альварес. Ну и Маркос убивает мяч подальше. Такое ощущение, что Гуарин все делает с линцой. Оно может быть обманчивым. Может быть, он трудяга. Но он немножко не доигрывает. Ох, Рики Альварес как проходит. Передача Джонатан. Пауза. Опять пауза. 4 паузы. Друг Сидна, это невозможно. Угловой. Нет? Нет, мяч остается в поле. Очень тонко сыграли флорентийцы. Разгон по флангу Хоакина. В лучшие годы мог 100 метров пробежать, никого не замечая. Желтая карточка Андреа Раноке. Да, или Компаньяра? Кто там успел творить раньше? Раноке, все правильно. Режиссер почему-то показал Компаньяра. Вот здесь не ушел ли мяч? А, вот еще момент какой. Маркос Алонсо пробил по мячу и наступил жестоко очень на ногу Джонатану. А это Рики Альварес. Немножко перебарщивает с техникой, конечно. Фиорентина в атаке. Точнее, пока с мячом просто. Борха Валера направо. Бакин. Странная передача. И удар от ворот. Ох, как здорово Аквилани-то играет. Обокрал Джонатана, но судья определил накладку. Ну, знаете, можно было и не свистеть, на мой взгляд. Он мало того, что успел мяч выбить, он еще и ногу успел опустить. Конечно, в таком жесте уже содержится, в таком намерении высунуть ногу в момент, когда соперник замахивается, содержится некое намерение или опасность накладки. Не смог Паласио выкрутиться из ситуации. Ну что, минуту или даже 2? Я не обратил внимания. 2, да, добавляет арбитр. Рики Альварес, Тайдер. Гуарин. Неплохая очень подача. Джонатан подбирает мяч. Компаньяра. А вот рядом партнер, да. Не хочет Раноке играть с вратарем. Разворачивается и игру тянет за собой. Ну, в общем, добрались только до штрафной, где только что были миланцы.
Алонсо, конечно, очень серьезный защитник. За 5 минут успел уже и характер свой показать, и резкость, и технику. Вторая добавленная минута пойдет. Нагатома. Подача. Рики Альварес. Нет, отобрал у него мяч Фредди Гуарин. И такими ножницами маникюрными пытался пробить. Последние полминуты тайма. Пока нет забитых мячей, но футбол очень занимательный. Камбьясо. Кампаньяро. Гуарин. Создал себе проблему, но выбрался из нее. Рики уходит. С левой ноги удобнее, конечно, ему подавать. Раскручивал Маркоса Алонсо, но тот не сдался. Ну и свистеть пора, да. Хорошие, добротные 0-0, но, честно вам скажу, итог матча без забитых мячей всегда очень печален. Хочется голов во втором тайме. Через 15 минут вернемся. Перерыв. Это Интер Фиорентина на стадионе Сан-Сиро. Начинается второй тайм. Забитых мячей нет. Замена была вынужденная до перерыва еще. У Фиорентины сломался, получил травму капитан фиалок Мануэль Паскуаль. Вышел вместо него молодой Маркос Алонсо. И, кстати, показал очень приличный футбол. Но называть остальных запасных, не знаю, по-моему, не нужно сейчас никого менять. Мозги кое-кому, конечно, вправить в перерыве тренеры должны. Не очень мне нравится, например, как играет Рики Альварес. Хотя, вот спасибо режиссеру, хотя его безусловный талант струится буквально из всех эпизодов с его участием, но на команду и вообще на футбол, на результат он играет меньше, чем хотелось бы. Это вам не Сассуоло все-таки. Гуарин вечно такой. В этом смысле, конечно, проблемы будут у Вальтера Мацари, как совместить все эти бесспорные плюсы игроков, собранных под сине-черными цветами, в командную игру. Напомню, состав Интера, ну и Фиорентины, разумеется, тоже. Самир Ханданович очень уверенный футбол показывает. Голкипер, надо сказать, что у него задач было не меньше, чем у тех, кто создавал в Интере игру. Потому что Фиорентина сама играет, неспроста занимая примерно то же положение, что и ее соперник в турнирной таблице. Напомню, 10 очков и у тех, и у других после 4 туров. Всего одна потеря, одна ничья. Оборона. 3 защитника у Интера. Это его расстановка при Мацари. Это Кампаньяро. Бывший защитник Мацари тоже по Наполи. Подопечный. Хорошая передача на Росси. Удар. Как-то слишком легко дали пробить Джузеппе Росси. Как раз Кампаньяро там был. И рядом, похоже, неожиданно очутился тот еще борец за верховые мячи Юта Нагатома. Так вот, Кампаньяро 14-й, Раноки 23-й, Жуан 5-й. Центр обороны и вообще оборона, потому что Нагатома, 55-й номер, и Джонатан, который играет справа, конечно, по этой схеме прежде всего призваны поддерживать атаку. Опорный хавбек Эстебан Камбьясо, 19-й номер, Тайдер, 21-й, Гуарин, 13-й, справа и слева от него, чуть впереди Рики Альварес повсюду, и центр-форвард, ну, вообще нападающий, не совсем центр-форвард, 8-й номер, Родриго Паласио. А теперь команда, которую тренирует Винченцо Монтелло. Ворот защищает Нета. Здесь 4 защитника центральные. 15-й Савич и 2-й Гонсало Родригес. Справа 40-й Томович. И под 3-м номером, я уже упоминал об этом, вышедший на замену Маркос Алонсо на левом фланге. А полузащита: Амброзини, 21-й опорный, Борха Валера, 20-й, Аквилани, 10-й перед ним. Ну и дальше линия атаки: 14-й Матиас Фернандес, 17-й Хоакин и 49-й, еще менее центрально нападающий, чем Родриго Паласио, Джузеппе Росси.
Судит матч Пауло Валери, ваш комментатор Александр Шмурнов, амбразинец с мячом Борха Валера. Ну вот смотрите, какая история. Фиорентина владеет мячом так, будто бы ей нужно доказывать свое право на 3 очка в этом матче. Хотя по статусу, даже при равном положении, вроде бы, уж как минимум, хозяйское право должно было быть на стороне Интера. Но атакуют фиалки больше. Квилани. Томович не получит мяч. Плохая передача. И Тайдер здесь горцует за мячом за боковым. Ну, вот показали Маратти в глубине. Сегодня он сообщил, что договоренность с индонезийским магнатом достигнута, что все в филиппинском, я уже забыл за последние 10 минут, какой он там магнат. В общем, это не важно, потому что люди из Юго-Восточной Азии еще в этот бизнес в такой серьезный не приходили. Они начали появляться и в Англии, вот теперь в Италии. В Бразилии свою, можно сказать, дежурную карточку схлопотал. Он и в первом тайме однажды получил выговор. Вот смотрите, в чем разница между этим эпизодом и тем, на котором я акцентировал ваше внимание в начале матча. Когда за фол против Рики Альвареса, за полуфол, не был Гонсало наказан. Дело вот в чем. Гонсало Родригес развернулся в ту же сторону, куда полетел мяч, играя таким образом по мячу. А Амбразини этого не делал. Атака Интера. Плохой вынос Хакина. Камбьяса. Тайдер. Гуарин. Удар! Это молодец. Все. Вычислил. Очень вовремя бразилец среагировал. Ну и Гуарин был в своем лучшем виде. Удар у него замечательный. Попал бы в девятку, может быть, и на это не дотянулся бы. Бил очень мощно. Убрал мяч красиво от защитника угловой с правого фланга. Розыгрыш замысловатый какой-то. Нужно вернуть мяч Рики Альваресу. Нет, положение вне игры. Еще один корнер. Шило на мыло. Так вот, Тахиру Маратти клуб продаст. При этом останется в совете директоров с правом голоса. Я уж не знаю, какие там у него будут проценты. Насколько он может влиять. Но подача президентом уже не будет. Удар. Еще одна попытка точно так же пробить. Но поза была совершенно иной для удара. Нужна точка опоры и нужно правильное положение для захода на такой удар. Тот, кто играет в футбол, понимает. Немножечко нужно корпус класть, чтобы за мячом тянуться, придавая ему ускорение. Когда мяч прямо перед тобой, как на блюдечке лежит, вот этого ускорения быть не может. И щечкой бьешь мягко. Большой талант, но совершенно без замаха может щечкой пробить сильно. В общем, наверное, любой человек, который хотя бы немного поиграл в футбол, может щечкой попасть в девятку. Вопрос, с какой силой. Рики Альварес. Кто-то там рукой коснулся мяча. Похоже, он, а не Квилани. Прорыв по флангу. Раноки. У него, кстати, есть желтая карточка. Играет он всегда как башибузук настоящий. Сложная судьба у Андреа Раноки, когда он появился и начал постоянно попадать в состав, вытесняя мастодонтов оттуда. Ну, Лусио, например, в свое время, да, и так далее. Раноки многими назывался как самый перспективный защитник Италии, европейского футбола и так далее, и так далее. А потом у него какой-то слом произошел. Уж не знаю, с чем связано. На звездную болезнь это было не похоже. По-моему, она немножко не так проявляется. Он просто много начал ошибаться, играя при этом физически порой вполне себе здраво. И по его эмоциям, по его поведению не видно было, что какая-то заносчивость внутренняя появилась. От того и
знаете, такого миксеса он из себя не делал, это точно. И от того, собственно, и проблемы. Нет. Раноки просто переживал какой-то период ломки. Не столько характера, сколько понимания футбола, на мой взгляд. Ну и вот сейчас он вырос, оброс. Опытом, прежде всего. Паласио в центр. У нападающих очень часто бывают такие передачи, словно они поворотом бьют. Настолько сильно, что принимать мяч неудобно. Гуарин справился. Через Компаньяна сыграли миланцы. Джонатан. Там уже лучше углового ничего. У судьбы не выпросишь в таком эпизоде. Более того, и даже аут не достался. Достался тычок от Савича. Но Интер прессингует. Я вам скажу, в первом тайме слишком редко мы подобные вещи видели. Пару раз за тайм Интеру удавалось закрепляться на чужой половине поля, как в хоккейной команде в большинстве. В чужой зоне. Но прессинга практически мы не видели. Фиорентина, по-моему, сейчас имеет преимущество по владению. Но и сейчас ничего не получилось у Интера с этим прессингом. Маркос. Подача неплохая. Джонатан. Потерял темп. Разочарованно выдохнул Сан-Сиро. Хочет видеть по-настоящему динамичную атакующую игру. Компаньяра добрался до чужой половины поля и предлагает себя, и воспользоваться его услугами нужно. А то он останется, и защитников при контратаке Фиорентины не хватит. Но здесь был такой риск. Хороший отбор, конечно. Что и говорить. Паласио добрался до своей половины и там показал, как он за мяч умеет цепляться. Ход Интера сейчас. Фиорентина притаилась. Тайдер, ошибка. Вот это безобразие, конечно. Надо понимать, насколько важен момент создания ритма, своей игры. Чувство, уверенности в том, что сейчас именно мы фаворит. И вот Интер, на мой взгляд, впервые перепасовываясь с вратарем, это Жуан делает, пытается именно эту задачу решить. Сохранить мяч надолго, но не получается. Не получается. Хоть убейте. Квилани, Хоакин. Идей по переходу в атаку у Фиорентины сегодня побольше, надо сказать. Квилани. Мягкая подсечка в штрафную. Борха Валера. Но это не удар по воротам. Вообще непонятно, что хотел испанец. Джонатан. Гуарин открылся. Нужно было, наверное, делать передачу, а Паласио ошибся. Томович. Через центр. Опять, смотрите, Фиорентина с большей легкостью преодолевает половину чужой половины поля. Первую чужую четвертину. Ну и Ханданович там абсолютно уверен в себе. Еще один разворот атаки Интера. Паласио, Рики Альварес уже близко к штрафной. Паласио уходит в центр, готовится к удару. Ой-ой-ой. Джон Уилкинсон плачет по Родриго Паласио. Дроп-гол. Там, видимо, где-то притаились флорентийские гости. Но я не разглядел. А может быть, наоборот, показали того самого человека, которому клан Маратти будет клуб продавать.
Интересно, на что они рассчитывают с исторической точки зрения? Ведь каждый человек, добившись какого-то положения, и, в общем, уже в преклонных годах, так или иначе, думает о своем месте в истории. Продать совсем чужим людям вот это вековое детище. Да, кризис. Серьезный кризис, с которым Италия сама и вообще итальянцы, наверное, не справятся сейчас. Нужны внешние инвестиции. Но вот насчет внешнего управления, не знаю. Наверное, этот Тахер принесет денег немерено. Но, может быть, например, за половину суммы он согласился бы быть, что называется, теневым владельцем, но не управляющим. Ведь этот Тахер уже успел, я не знаю, правильно я его фамилию произношу или нет, прошу извинить, если это не так. Он успел тут заявить, хочет какого-то тренера нового. Какого тренера? Это же, по сути, игровой автомат. Вот это состояние, которое там возникло и которое в момент неприятный, какой у ворот Интер. Неужели он может что-то определять в итальянском футболе? Вот закричали трибуны, пенальти. Ой-ой-ой-ой, пенальти Фиорентина получает. Жуан не удержался от того, чтобы схватить Хоакина. Какой глупый эпизод. Удивительно. Для защиты Интера она была очень здорово. Вроде бы выстроена, во всяком случае, в центре. И смотрите, пас. Не самый острый пас, хотя и диагональ, и рывок Хоакина. Все было вроде бы геометрически правильно. Но пенальти-то зачем Жуан на свою голову? Росси и Ханданович. Впрочем, Фиорентина заслужила. Если забьет, это будет правильно. Интер должен будет ответить, если сможет. Джузеппе Росси. Удар. И гол. Ханданович очень был близок. Росси выдержал эту удивительную борьбу нервов, потому что, когда такой огромный вратарь, я знаете, что вспоминаю? Может быть, только болельщики старшего поколения меня поймут. В финале чемпионата Европы 1976 года, я маленький совсем был, не видел. Мне брат старший рассказывал, немножко читал в газетах, потом видел где-то на архивных пленках. Так вот, там в финале били пенальти. И Чехословакия тогда была, забили все 5 пенальти. А у сборной чехословацкой был голкипер Иво Виктор. И пошел бить, по-моему, Хёнес. Он поставил мяч, как он сам потом рассказывал в воспоминаниях. Развернулся, посмотрел на мяч, посмотрел на ворота. И ему показалось, что вратарь занимает 2,30 на 7,40. Вот это все, что есть. Вот все, что там было в воротах, это вратарь. Ему стало так страшно, что он пробил как можно ближе к перекладине, по-моему. И вот это я уже забыл. По-моему, в нее угодил. Но в любом случае вратарь устрашающий был. И вот сейчас Ханданович очень сильно себя вел. Он до последнего стоял, он держался. Вот эту игру в гляделке он готов был выиграть у Росси. Ну и тот, конечно, большой молодец. Не испугался того, что вратарь среагирует. Пробил так, как нужно бить пенальти. На нормальной высоте, близко к штанге. Без предельного риска. 1-0 впереди Фиорентина. Но Интеру нужно взрываться. Жуан, кстати, в первом тайме показал, как он умеет это делать. Дважды перехватывая мяч, набирал сумасшедшую скорость, тянул за собой контратаку. Не сразу понял Гуарин, что происходит с мячом. Ну и Маркос Алонсо легко с эпизодом справился.
Кампаньяро. Джонатан. Амбьяс. Жуан и вновь Уго Кампаньяро. Там с трибун какой-то призывный свист раздался. Ой, как Кампаньяро ошибается. Да! Не похож Интер на фаворита пока. Неточные передачи 12-7. 13-7. Борха Валера. Очень хорошо подключился Томович. Хакин рядом, и не только он. Джузеппе Росси, Аквилани, Борха Валера. Томович вновь. Смотрите, как спокойно подходит к штрафной флорентийцы. Это так можно и себе забить. Вроде слишком простая была задача у Хандановича. Он мяч ловил, и тот едва кусочком мыла не выскользнул в сторону ворот. Собственно, как известно, кусочком мыла достаточно просто выскользнуть, а уж куда, это он сам разберется. Посмотрите, сколько передач назад, сколько передач без уверенности в том, что игра твоя настроена. Потому что ты понимаешь, как можно преодолеть чужую оборону. У Фиорентины никаких зацепок нет, никаких загвоздок с этим нет. Они знают, куда играть. Вот в этом сегодня разница. При всей моей симпатии к Мацари, к Интеру, к большинству исполнителей, невооруженным глазом видно, что значительно более сырая команда у Интера, чем у Фиорентины. По игрокам, может быть, и посильнее состав. Да и то, это штука спорная. Передача налево. Нагатома. Нагатома! Что он здесь наготовил, посмотрите, а? Да, и пока суть до дела, Ковачича я не приметил, как это он успел на поле-то оказаться. Нет, я понимаю теперь, что давненько не встречал Тайдера, но как-то отвлекся уж, извините. Сдержанные аплодисменты Сан-Сиро. Перестает нравиться, я думаю, стадиону. Это игра Жуан. Жуан помчался вперед. Рики Альварес спасал ситуацию после неудачного паса на губительной высоте. Губительный для эпизода, конечно. Камбьясо выиграл мяч. Ну, а здесь очень спокойно играет Маркос Алонсо, Кампаньяро. Еще один большой талант у Интера. Ковачич. Который, я думаю, неспроста попросил себе и неспроста получил десятку. Ну, кстати, пока по позиции он играет действительно глубже. Прострел опасно! Томович. Как? Гармошкой Фиорентина мгновенно сжала свою оборону, и правый крайний защитник страховал. Смотрите, как руководит Гонсало. Нам-то показывают стоп-кадр, чтобы определить, не было ли там положения вне игры. Его действительно не было. Фредди Гуарин. Икарди. Икарди, я напомню, забил, выйдя на замену ворота Ювентуса. Это было здорово. Этого жеста, честно говоря, не понимаю, ведь мы не все знаем в отношении Гуарина и трибун. Подача! Первый темп, Кампаньяро не попадает. Интересная ждет нас концовка. Нагатома и рикошетом от
его сегодняшнего главного соперника. Смотрите, сколько у них единоборств. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Там успели уже. Это Илич, по-моему, был. Запасной Фиорентины. Поднять руки. Ну и остальные тоже, просто других мы не видим. Хороший выход из обороны в оборону у Интера получился. Раноки не выдержал, пошел в атаку. Воткнул мяч в ногу Паласио. Рики Альварес. Нагатома. Открывается аргентинец. Нужно делать передачу. Если ты пользуешься зоной, которую тебе партнер открывает, так ты уж пользуйся ей. А не в шкаф куда-то ставь. А иначе пасуй. Джонатан. Кампаньяро. Здесь Камбьясо. Других вариантов практически нет. Джонатан. Паласио затесался. Паласио надеялся, что он обманет арбитров. В том смысле, что подумают, дескать, мяч попал в него уже за пределами поля. Нет, это не так. Но если Пуличич на поле выйдет... На 61-й минуте Ковачич заменил... Пока я смаковал, видимо, гол Джузеппе Росси. Или просто в момент, когда пенальти готовили. Или сразу после забитого мяча. В общем, заменил он, как мы с вами и говорили, Тайдери. Ну и сейчас тоже вы видели замену. Я ее тоже видел. С выходом Иличича, надо сказать, у Фиорентины могут интересные произойти перестановки. Ну, давайте пока посмотрим минуту-другую, как будут футболисты располагаться на поле. Да, Гонсало Родригес очень четко выполнил искусственный офсайд. Когда я говорю выполнил искусственный офсайд, имею в виду, конечно, линию обороны. Просто ее дирижер — это Гонсало Родригес. Еще он вот так финтить умеет. Желтая карточка Нагатома. Я не могу удержаться от того, чтобы прокомментировать слова Балотелли сегодняшние. Может быть, болельщиков Интера, которые в основном и смотрят нашу трансляцию, и болельщиков Фиорентины тоже это не волнует. Но вообще это система координат итальянской серии А. Будет еще мгновение, и обязательно к ним вернусь. Меня поступок Нагатома заставил об этом вспомнить. Джонатан смещается в центр, низом передача, а есть кому пропускать. Изящно, дальше некуда, но команда должна быть единой в этом ритме. Жуан, перехват, Хоакин против Жуана, это мы сегодня уже видели где-то. Аквилани, Камбьясо поставил блок. Вообще арбитры объясняют, что это можно делать. Рики Альварес. Не будет углового, да, собственно, и не нужен ему угловой. Выяснилось, что все-таки нужно. Балотелли сказал сегодня: я не должен был так реагировать. Прошу прощения у команды, у болельщиков и у судей. Он великая звезда, на самом деле, очень большой игрок. Мы видим, что творится с Миланом в его отсутствие. Собственно, с ним сейчас не очень хорошо, но мы понимаем, что делает Балотелли для Милана. Понимаем, кто это такой. Подача опасна! Будет удар! Нет! Амброзини, Томович выносит еще... Гол! Эстебан Камбьясо сравнивает счет! Какой же великий футболист все-таки, а? Одно удовольствие смотреть за тем, как... Я не могу позволить себе слово «ветеран». Это неправильно, несправедливо по
проживший, все сделавший в своей жизни, продолжает быть настоящим примером диковинной целеустремленности даже на уровне вот этих гладиаторов, людей, которые играют в итальянской серии. Ну и какое исполнение чудесное. Полуножницами положил мяч в ближний угол, сориентировался. Не было там, кстати, офсайда. Про Балотелли еще одно слово. Я еще вспомнил его потому, что рядом с Балотелли по одной земле ходит Пепе. Защитник Реала, который вчера совершил мерзость. Мне до сих пор меня рвет буквально от того, что он сделал. На последней минуте он схватил за руку в чужой штрафной, когда Реал только что пропустил ответный мяч от маленькой команды Эльче, где люди 20 с лишним лет ждали появления в высшем дивизионе, дождались первого в истории матча с Реалом, бились, проигрывали 0-1, сравняли на 92-й минуте. И эти поганые гады, один заработал несправедливый преступный пенальти, а другой его назначил. Они отобрали радость, а еще вот, например, у меня отобрали. При том, что я иногда симпатизирую Реалу, мне многое там нравится в этом клубе. Есть люди, мои друзья близкие, которые болеют за Реал. Но настоящие болельщики вчера просто оплевали этого Пепе и этот гол, этот пенальти. Дело не в том, что все защитники, все нападающие в чужих штрафных друг друга хватают. Когда они друг друга хватают и судьи определяют что-то, это и всем видно. Это одинаковая борьба. Сейчас желтая карточка компаньона. Пепе поступил как настоящий жулик. Причем он на виду у всех схватил, украл, а обвинил другого в воровстве. А судья, который разбирал это дело, взял и ему присудил пенальти. Вот из-за таких судей процветают такие, как Пепе. Реал набирает 3 очка. Я знаю, действительно, вот уже, наверное, десятка-два болельщиков Реала написали мне в Твиттер, что они просто возмущены тем, что они видели, им противно. И они не хотят таких побед своей любимой команды, у которой было 9 Кубков Чемпионов, и вообще великая история. И все такое. Я не знаю, если дисциплинарный комитет никак к этому не отнесется, значит, в Испании просто малодушные люди работают в федерации. А вот Балотелли, мне кажется, я сегодня вспомнил его, человек, который выходит из себя, который может быть плохим парнем, может быть антиподом белого и пушистого персонажа, абсолютным дьяволом. Но он, по-моему, не способен. И вообще на такую мерзость, я надеюсь, способны очень немногие в мировом футболе. Схватить защитника за руку и вместе с ним упасть, чтобы заработать пенальти. Я, кстати, такое видел только один раз в своей жизни. Это было во французском чемпионате. Там играл такой человек с фамилией, как название отеля известно. Серия отелей. Еще владелица была замешана в разных скандальных штуках. Это я как Маяковский просто не хочу даже упоминать того человека. И Пепе больше произносить не буду. Фамилию. Для меня нет такого футболиста. Угловой заработал Интер. Хорошая подача. Скидка дальше на дальний угол. Здесь Камбьясо. Да нет, может быть, маленький рикошетик от Илича после Илича и был, но если разобраться, мяч-то он выбивал за боковую. В одно касание Камбьясо играет штрафную. Паласио выпрыгивает. Наготово назад. Камбьясо. Нервничают игроки Фиорентины. Жесткая борьба. Поднимается Матиас Фернандес, понимая, что не назначит никакого штрафного арбитра. Подача, скидка в центр не получилась сейчас у Паласио. Выход из обороны. Иличич. Пока что перестановок не произошло. Иличич занял место, ну, в общем, надо сказать, ключевой фигуры. Но кто в нападении? Ушел Росси, я так понимаю, что Хаким. Хотя, возможно, и Матиас Фернандес. А может быть, даже Фиорентина с двумя нападающими. Вот с этими легкими сыграет. Ну, там, правда, готовит Монтелло еще одну замену. Томович.
Иличич. Отличный у него дальний удар. Может быть. А может и не быть. Так, кто там появится? Это Весино. Это уругваец, что приятно. У Интера, кстати, свой уругвайец на скамейке тоже есть. Альваро Перейра. Матиас Весино. Ну, наверное, Вечино по-итальянски, но поскольку он уругваец и основной язык в его стране это испанский, давайте произносить на испанский манер. Роскошный гол. И, кстати, вот я говорил, что гол Фиорентины заслужен по игре. Фиорентина легче проходила среднюю линию, легче переходила в атаку, что сейчас Альварес придумал, пас на Хоакина. И в этом была своя логика. Но затем-то Интер все-таки сумел надавить по-настоящему. И свой гол, свой шанс уж точно заслужил Матиас Фернандес. Томович. Но Фернандес по штрафную успел Кампаньяро закрыть лазейку. Иличич. Борха Валера. Отличный перевод направо. Здесь Томович. Хороший прострел. Успевает Ранокия. Удар. А удар-то был очень неприятный. Это Маркос Алонсо. Вышел парень вместо капитана на фланг в тяжелом матче. И чувствует себя, как будто он здесь годы уже играет. И как поставил корпус, положил ногу, как символ Бундеслиги. Видели, да? В струнку вытянутая опорная и нога, которая уже отправила мяч в полет. Все это идеально по геометрии, как древнегреческие пропорции. Контратака Фиорентины. Красиво. Иличич в центр. И здесь Матиас Фернандес на торможении. Получает мяч. Борха Валера в штрафной. Подача. И Андреа Ранокия. Вырос. У меня такое ощущение, что он физически, просто антропометрически подрос слегка. Борха Валера проходит Джонатана. Передача назад по диагонали. Иличич в дальний угол. Нет, еще забивание будет. Удар. Нет. И здесь не удается. От Жуана мяч уходит. Мне показалось, что нарушения не было и нужно назначить угловой. Нет. Все-таки судья решает в пользу Интера. Судя по реакции, конечно. Да, здесь все очень серьезно было в штрафной. И Весино, тот самый уругваец. Ну вот, смотрите. Да, возможно, и зацепил он. Падая Жуана, значит, да, штрафной удар примерно с точки нарушения выполняет Самир Ханданович. Толчок маленький в спину. Паласио против Амброзини. Йосип Иличич борется за мяч. Потеря. И Ковачич набирает скорость. Смотрите, как он здорово удержался на ногах, практически падая. Но толку-то толку. Ну, в итоге Борха Валера, как мне представляется, наиграв в этом эпизоде на желтую карточку, подошел и просто опрокинул Ковачича, замявшегося, потерявшего темп. Слишком откровенно был фол. Думаю, можно было дать карточку Рике Альварес. Здесь Камбьяса возвращает мяч в атаку, не догонит Рике. Гонсало очень спокоен здесь. Около 10 минут до конца матча. Вы знаете,
если бы не лидерство Ромы, я бы позволил себе такую сентенцию. Дескать, Интер и Фиорентина, если сыграют в ничью, то окажутся на своих местах. Ну, в том смысле, что они чуть-чуть позади пока Наполи и Ювентуса. Это правильно. То, что они их не догоняют ни те, ни другие, это справедливо. Но Рома-то 15 очков имеет. А у Ромы исходные данные примерно такие же, как у Интера и Фиорентины. Может быть, даже и поскромнее. Так что ни для кого 13 очков не будут лишними. Хотя, еще раз подчеркну, какая-то логика есть в том, что эти команды между собой играют в ничью. Ранокио, конечно, отпускал 4 раза подряд мяч далеко от себя. И, тем не менее, ни разу его не потерял. Рики Альварес штрафной. Отличный перевод. Джонатан. Удар. Гол! 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 Джонатан, а как же он это сделал? Фантастика! Потому что, вот я, помните, в первом тайме говорил о том, что Рики Альварес заманивает словно соперника, едва мяч пробрасывая чуть дальше и тут же его догоняет. На первый взгляд чуть дальше. То же самое было с Ранокио, кстати, который выходил из обороны. И с Джонатаном тоже, потому что он подбросил мяч вроде бы коряво перед собой. И защитник на мгновение потерял ощущение того, что, это Матиас Фернандес, того, что грозит опасность. А Джонатан вытянул ногу и полуподъемом, полушведкой пробил в ближнюю девятку. Какая красота! Интер выходит вперед. Ну, вы знаете, если кто-то здесь и главнее, то все-таки Интер. Потому что на своем перевесе игровом, который складывался и который так или иначе, пусть с миру по нитке, но на 60-й минуте превратился в перевес по счету, Фиорентина не смогла настоять. А Интер, отыгравшись, сделал счет 1-1, все-таки продолжает и продолжает накатывать на чужие ворота. Еще раз говорю, закономерность голов в футболе — это штука странная. В футболе вообще все голы — это чудо. Иначе глупо было бы эту игру смотреть. Да, мгновенный удар. Здесь не столько даже Матиас Фернандеса, сколько Савича обманул этим, казалось бы, неаккуратным подбросом Джонатан. Потому что, по идее, Савич должен был ринуться в эту борьбу, заблокировать удар, закрыть его. А ему не показался момент опасным. И после этого уже разводил руками серб, а мяч летел в ближнюю девятку. Ну что, уругваец будет у Интера. И это хорошо. Но заменил он как раз героя эпизода Джонатана. Великолепный был, все-таки возвращаясь к предыдущему эпизоду, момент у Фиорентины, когда бил Иличич, когда добивал Весино. Но, еще раз говорю, у Фиорентины пропали уверенные действия в атаке. Если она успеет себе вернуть эту игру, и еще раз подчеркну, у Фиорентины игра чуть более налажена, и сравняет счет, тогда я вообще признаю, что все справедливо. Но в футболе бывает по-разному. Подача. Борха Валера. Иличич. Навес. Ранокио угловой. Низом почти что на средней высоте мяч полетел. Борха Валера не смог прижать этот мяч. И контратака Интера. Подбирает ногу Альваро Перейра. Он очень быстрый игрок. Он сам может до ворот дойти. Нужно опередить своего партнера. И тогда ему отдать. Но нет, бей. Бей, бьет. Теперь уже правильно. Паласио должен понимать, что он помог Альваро Перейре добраться до ударной позиции. Вполне возможно, что уругваец должен был шагом раньше сыграть в Паласио.
там очень умная была история. Паласио сначала просил сделать ему пас до того, как он пересечет центральную линию. На своей половине поля не офсайд. Затем Паласио притормаживал, чтобы мяч его опередил. Вы знаете правила офсайда, я надеюсь. И когда это произошло, ну тут же его догнали защитники. В общем, я думаю, они сыграли неплохо. Альваро Перейра просто мог попасть в ближнюю девятку или вдаль. Попал прямо по вратарю. Головой. Ошибается Маркос Алонсо. Кабачич, прострел. Добивания нет, пока его не будет. Вот сейчас Камбьяссо. Совсем другие лица, да? У семейства Моратти. Помните, их показывали при счете 0-1, потом 1-1. Тоже насчет вчерашнего Эльче. Украл он ведь у тысяч людей радость. Украл. От футбола так многое зависит. Мне тут на медне актер, прекрасный артист Алексей Маклаков сказал, он болеет за «Спартак», и он говорил о «Спартаке» в этот момент. Футболисты даже не представляют, насколько важны для болельщиков победы и неудачи. Хорош Нагатома сейчас был. Крученый удар в дальний угол. Но не получилось. 89-я минута. Фиорентина с мячом. Опережение пытается играть Жуан, рискует тем, что Хакин развернется. Это Иличич, прошу прощения. И уйдет на пустое пространство. Нарушение правил. Пошла 90-я. Добавит, возможно, и 4. В Италии вообще любят много добавлять. Даже к первому тайму сегодня добавили 2. Ну, 3-то это вообще стандарт. А если судья подумает, что была какая-то затяжная радость по поводу, например, забитых мячей, их было 3 во втором тайме, может и прибавить. Обычно. Пол нападения. Пол нападения. Аквилани отталкивал или Гонсало Родригес Андреа Ранокки. Насколько я понимаю, гул трибун, там бросили мяч вперед, и контратака могла получиться. Нет, все-таки 3 минуты добавляет Пауло Валери. Но Мацари вышел и показал, что ничего страшного, дескать, время нам тоже сейчас ценно. Три минуты. Томович. Хорошая подача в штрафную. Там был партнер. Хакин достанет мяч. Иличич скидывает назад. И Андреа Ранокки. Ну, не знаю. Гол, конечно. Они с Жуаном из Компаньяра пропустили. Будем так говорить. Пенальти. Жуан дернул, напомню, Хакина. Ранокки не смог перехватить передачу, а Компаньяра не закрыл своего игрока на фланге. Но вообще-то Ранокки сегодня играет на очень хорошем уровне. Я по-прежнему побаиваюсь слишком серьезных оценок по поводу этого защитника. По-прежнему еще молодого и подающего надежду. Но мне его игра сегодня понравилась. 1,5 минуты от Фиорентины до... для того, чтобы сравнять счет. Попытаться. По штрафную. Камбьяссо, может быть, и не следовало мяч трогать. Он просто вылетал за боковую. Но это продолжение. Это обратная сторона его невероятной заряженности на эпизод.
Продолжение момента, когда, напомню, Степан сравнял счет. Борха Валера, разворот, удар. Блокирует Компаньяра, пас назад. Обратная передача на Борху. Нет тут игры рукой. Удар. И Ханданович. Амброзини последним приложился к мячу, но удар не получился вот таким сочным, как это было у Джонатана за 10 минут до этого. Возможно, у Фиорентины возникнет еще один шанс. Интер очень близок к победе и к тому, чтобы выйти на второе место. Потому что, напомню, благодаря счету 7-0 в предыдущем туре в матче с Сассуоло, Интер, конечно, имеет лучшую разность во всей лиге. Если он сегодня выигрывает, эта разность будет плюс 13. Даже лучше, чем у лидера Ромы. Ну и тем более, чем у Наполи и Ювентуса. Рано об этом говорить. Ханданович выходит, отбивает кулаками, несмотря на свой гигантский рост. 92-40. Передача вперед по флангу. Достает мяч. Амброзини в центр сыграет. И навешивает Томович. Пас на фланг. Есть еще время. Матиас Фернандес. Разворот. 4 человека в штрафной. Передача. Вот он, ключевой момент. Прострел. Наготомо удерживается. Даст угловой подать или нет? Нет. Финальный свисток Паоло Валери. Интер набирает 13 очков. Фиорентина показала более зрелую игру. Но все-таки игру, в которой еще нет духа настоящего фаворита. Трудно играть на выезде с таким соперником, как Интер, поведя в счете в итальянской-то серии А на победу, на разрыв. Ну а если ты не играешь на победу, будь добр, признай, что соперник может оказаться сильнее. Во многом Интеру повезло, но он это счастье заслужил. Браво сегодня футболистам. Спасибо, друзья, за внимание. Комментировал Александр Шмурнов. До новых встреч на НТВ+. Аривидерчи.